Публичные слушания назначены в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами. Федеральный закон от 6 октября 2003 года об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, нормативным правовым актом Иркутской городской думы от 15 февраля 2012 года о публичных слушаниях в городском округе города Якутск, принятым решением Иркутской городской думы от 15 февраля 2012 года. Распоряжением окружной администрации города Якутск от 22 октября 2020 года номер 1642-Р о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Якутской городской думы об утверждении проекта бюджета городского округа города Якутск на 2021 и плановые 2022-2023 годы. Ведется протокол публичных слушаний секретарем Сивцевой Марьяной Дмитриевной. Каждый участник слушания имеет право предварительно записаться у секретаря публичных слушаний и выступить для высказывания своего отношения к проекту решения Якутской городской думы. Председательствующий предоставляет слово для выступления в порядке предварительной записи. Участники слушаний выступают только с разрешения председательствующего. Сегодня у нас на публичных слушаниях присутствует 43 человека. Сегодня у нас экспертами выступает Гуляев Петр Владимирович, директор научно-исследовательского института региональной экономики Северо-Восточного федерального университета. Романова Дарья Ивановна, руководитель департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Объедин Виталий Валерьевич, заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний». Федоров Афанасий Афанасьевич, доцент кафедры экономики и финансов финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Филиппова Юлия Анатольевна, заведующая сектором макроэкономического анализа Центра стратегических исследований Республики Саха-Якутия. И также Евсикова Евдокия Ивановна, первый заместитель председателя Якутской городской думы. Сегодня у нас на повестке рассмотрение проекта бюджета городского округа города Якутск на 2021 и плановые 2022-2023 годы. Предлагается следующий регламент публичных слушаний. Выступление докладчиков не более 15 минут, выступление экспертов не более 5 минут и вопросы участников публичных слушаний не более 2 минут. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента экономики окружной администрации о прогнозе социально-экономического развития городского округа города Якутск Татьяне Кимовне Корякиной. Пожалуйста. Спасибо, Георгий Игоревич. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. Позвольте представить вам прогноз социально-экономического развития городского округа города Якутск на 2021-2024 годы. Как вы знаете, в этом году непростые условия социально-экономического развития Российской Федерации, всего мира и республики были обусловлены объявлением пандемии, и она отразилась на всех сферах жизни нашего города. На слайде, пожалуйста, представлена информация о динамике социально-экономических показателей города Якутска за 9 месяцев 2020 года в сравнении с 2019 годом. На 1 июля 2020 года численность населения города составила 342 тысячи человек, что на 8300 больше аналогичного периода прошлого года. За январь-июль родилось 2919 человек, что меньше на 186 человек, чем в прошлом году. То есть любые кризисные ситуации, они отражаются в первую очередь на рождаемости. Также по сравнению с прошлым годом у нас получилось и снижение естественного прироста населения. Он у нас снизился на 249 человек, или на 14%. При этом прибывших за январь-июль 2020 года в городе Якутске выросло на 4049, и, соответственно, зафиксировано увеличение миграционного прироста на 5606 человек. Наблюдается сокращение числа браков на 375 браков по сравнению с прошлым годом, и показатель
числа разводов, он у нас снизился на 145 разводов. То есть были прогнозы о том, что такая непростая ситуация приведет к тому, что будет социальное напряжение в обществе, повысится количество разводов, и тем не менее показатель это снижается. Это говорит о том, что население у нас как бы в таких непростых ситуациях как бы более проявляет себя уже как бы с такой хорошей стороны. Значит, что у нас показало по основе для расчета прогноза? У нас послужили данные 2019 года, и значит, что у нас получилось по 2019 году. Город Якутск лидирует по основным позициям, это оборот розничной торговли, в целом по республике 63,6%, соответственно, и общественного питания 69,4%. По общей площади жилых домов удельный вес города в республике составляет также 62%, при этом объем выполненных строительных работ занимает более всего 18,5% по сравнению в целом по республике. Город лидирует у нас по позиции введенных жилых домов 62%. Доля инвестиций в основной капитал всего 12% от республиканского значения. Статистический показатель валового регионального продукта у нас ведется, значит, по методике с опозданием на 2 года, и по итогам 2018 года он у нас составил 21,5% по республиканскому показателю. При этом город Якутск по валовому муниципальному продукту входит в тройку лидеров с такими промышленными районами, как Ленский и Мирнинский район. За 9 месяцев также уже 2020 года, как у нас получилось, также мы входим в лидирующие позиции по обороту розничной торговли и общественного питания и в пятерку лучших по отгрузке товаров собственного производства и объему выполненных работ. Значит, распространение коронавирусной инфекции в текущем году оказало влияние на экономику сразу по нескольким направлениям. За первый квартал ситуация в целом оставалась устойчивой. Вместе с тем, введение режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительное ограничение на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности в апреле и мае. На слайде у нас представлена информация по социально-экономическим показателям, по которым наблюдается значительное влияние новой коронавирусной инфекции. Так, за 9 месяцев 2020 года численность безработных у нас, значит, составила уже 12 716 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 12 раз. Количество организаций снизилось на 1055, значит, и составило 12 142. Это снижение 8% в уровне прошлого года. Оборот розничной торговли снизился на 6 миллиардов рублей, общественное питание на 2,8 миллиардов рублей, отгружено товаров собственного производства меньше на 2,7 миллиарда рублей. Значит, также значительно повлияла пандемия на объем грузоперевозок и пассажироперевозок. И по сравнению с прошлым годом грузоперевозки сократились на треть, на 30%, а пассажиропоток снизился почти больше, чем на половину. Вот такая ситуация у нас была положена в основу прогноза. Значит, здесь как бы у нас какая ситуация? Мы сравнили, значит, и город Якутск — это столица нашей республики. Мы проанализировали законодательную базу других субъектов Дальнего Востока и Сибири. И в 5 субъектах выявили то, что есть специальные статусы для отдельно выделенного финансирования по столицам регионов. Значит, это наша республика, Иркутская область, Сахалин, Хабаровский край и Кемеровская область. По Иркутской области и Сахалинской области нам удалось рассчитать, какой бы объем расходов у нас были бы на столичные функции, если бы мы как бы применили условия, которые у них как бы реализуются. Здесь получилось так, что самое как бы интересное в том, что расходы, которые предусматриваются на столичные функции, рассчитываются у них от областного бюджета. У нас, если это от местного бюджета, то у них считается от областного бюджета. И, соответственно, цифры совсем другие. Если мы на 2021 год
нам предусмотрели 376,5 миллионов рублей, то по закону Иркутска нам полагался бы 1 107 000 000, что в 2,9 раза больше, чем в Якутске предусмотрено. По законодательной базе Сахалинской области нам бы выделили 643 миллиона рублей, или в 1,7 раза больше. Недостаток финансирования у нас сказывается в целом на сфере ЖКХ, на предоставляемых услугах и, соответственно, является параметром качества жизни населения. В случае увеличения субсидий, выделяемых городу Якутску, мы бы показали более высокие темпы повышения качества и уровня жизни населения. Поэтому, значит, у нас из-за пределов республики приезжает много, значит, вот, как я сказала, 5000 у нас миграционный прирост. Соответственно, у нас это все влияет на то, что у нас идет социальная нагрузка на ту инфраструктуру, которая есть в городе Якутске. Значит, здесь мы просчитали, в прошлый раз уже приводила пример о том, что у нас нагрузка идет в прошлом году, вернее, тоже при разработке прогноза по проектной мощности наши здания школ, значит, 2,7 раза превышает проектные требования, по мощности детских садов 1,7 раза превышает. Таким образом, у нас идет несоответствие мощности образовательных учреждений тем темпам строительства, которое у нас ведется. Исходя из объемов коммунальных отходов, которые у нас образовались за 9 месяцев 2020 года, если в прошлом году я приводила цифры, что у нас объем кубометров приходится 105 тысяч квадратных метров было вывезено, то в этом году цифра значительно увеличилась, она составила уже 427 тысяч кубометров мусора. Если перевести из норматива на одного человека по норме, как говорится, мусора, то у нас выходит, что превышение у нас уже идет, если в прошлом году было 61 тысяча, то сейчас на 251 тысячу больше у нас, как говорится, население в городе производит тот мусор, который у нас вывезен на полигоны. По нагрузке на социальные учреждения, если это все прибавить, то у нас сейчас выходит, что при численности населения, которое у нас сейчас есть, мы дополнительная нагрузка идет на 521 тысячу человек больше, это где-то в 2,5 раза. Вот в этих условиях мы ставим задачу о том, чтобы все-таки по столичным функциям нашему городу выделялось больше средств, потому что фактически цифры показывают о том, что население в городе Якутске, несмотря на то, какая прописка, все-таки как центр и средоточие транспортных узлов, нагрузка населения на город очень высокая. Значит, на основе всех этих данных мы формировали прогноз социально-экономического развития нашего города на 2021 год. На уровне республики прогноз социально-экономического развития принят постановлением правительства 293 4 октября 2019 года. Соответственно, 2020 года, извините, и, соответственно, наш прогноз мы уже утвердили 16 октября 2020 года распоряжением окружной администрации 1615-Р. Здесь хотела бы, Евдокия Ивановна у нас здесь, значит, у нас сегодня было совещание комитета по бюджету, и там был вопрос, почему у нас нет порядка разработки прогноза. У нас есть порядок разработки прогноза социально-экономического развития, он утвержден распоряжением окружной администрации 12 мая 2015 года номер 744. Значит, в базу разработки прогноза у нас были положены указ президента Российской Федерации, это майские указы, 204 указ президента Республики 27 октября 2018 года 145 и новый указ президента Российской Федерации 474, который принят у нас в июле этого года.
Прогноз сформирован с учетом сценарных условий, которые нам отправили Министерство экономики Республики Саха-Якутия. В этом году прогноз формируется по двум вариантам. Первый базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях реализации существующих внешних и внутренних факторов для сохранения основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. И второй вариант в этом году у нас называется консервативный. Он предусматривает замедление темпов экономического роста и существенное ухудшение внешнеэкономических и иных условий вследствие тенденций мировой политической обстановки и российской экономики. Расчет прогноза был произведен по первому варианту, по базовому сценарию. По итогам 2019 года численность населения у нас составила 335 525 человек, что ниже оценочного показателя на 0,1%. Значит, за прогнозный период отмечается рост численности населения до 2024 года. У нас должно быть жителей 346 тысяч человек с ростом на 7 тысяч человек. На слайде представлен прогноз социально-экономических показателей города Якутска на 2021-2024 годы. Значит, по итогам 2019 года среднегодовая численность занятых в экономике составила 150 790 человек. По показателям безработицы, как я сказала, у нас было резкое увеличение в этом году, поэтому показатели, соответственно, выше. До 2024 года численность занятости в экономике у нас составит уже 155 тысяч человек. И значит, по безработице оценочный показатель у нас, если раньше это было не больше 57%, то значит, на этот раз мы уже прогнозируем в 11,5%. И значит, к 2024 году при постепенном снижении показатель будет снижен до 10%. На территории городского округа город Якутск в целях содействия трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу в рамках муниципальной программы социальной поддержки и содействия занятости действует подпрограмма содействия занятости, объем финансирования которой составил 5,2 миллиона рублей. Несмотря на оценку 2020 года, у нас объем пассажироперевозок к 2024 году составит 349 тысяч пассажиров и со снижением на 82% к уровню 2020 года. Значит, город Якутск является столичным, деловым, административным, научно-образовательным, социально-экономическим, финансовым, транспортно-логистическим центром республики. Значит, все экономический потенциал города обеспечен центральным местом города в региональной экономике и определяется тем, что он является базовым элементом транспортного, образовательного, научно-медицинского, культурного и торгового комплекса республики. Все это накладывает нагрузку на бюджет города. В связи с этим очень важно наше участие в национальных проектах Российской Федерации для привлечения федерального финансирования. Значит, город Якутск в 2020 году участвовал в 5 национальных проектах на общую сумму 2 миллиарда 452 миллиона рублей. И на 2021 год мы уже планируем участие в 7 национальных проектах на общую сумму 2 миллиарда 740 миллионов рублей. Прогноз социально-экономического развития города Якутска полностью синхронизирован с прогнозом социально-экономического развития республики. И на основе прогноза разработан проект бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готова ответить. Спасибо, Татьяна Киевна. У нас сейчас по регламенту выступление по бюджету. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента финансов окружной администрации города Якутска о проекте бюджета городского округа на 2021 и на плановый 2022-2023 годы Ольге Николаевне Максимовой. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан с учетом достижения приоритетов и целей, определенных указом Президента Российской Федерации за номером 474 о
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также среди срочных задач и стратегических целей, определенных указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева номер 145 по стратегическим направлениям социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2024 года. Основными направлениями налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы определены обеспечение роста доходной базы местного бюджета, обеспечение качественного администрирования доходов, повышение эффективности управления муниципальным имуществом, повышение эффективности бюджетных расходов, качество предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности муниципального финансового контроля, взаимодействие с органами государственной власти по межбюджетным отношениям и повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами. При формировании проекта бюджета городского округа города Якутск учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития республики и города. Проект бюджета прошел все стадии согласования, в том числе в контрольно-счетной палате города Якутска, прокуратуре города Якутска и рассмотрение на заседании постоянных комиссий Якутской городской думы. Основные параметры бюджета представлены вашему вниманию на экране. Проект бюджета по доходам сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города на 2021-2024 годы с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. В целом прогнозируемый объем доходов бюджета городского округа в первом чтении без учета безвозмездных поступлений составит в 2021 году 8 миллиардов 20 миллионов рублей со снижением на 143 миллиона рублей плана текущего года. В 2022 году 8 миллиардов 359 миллионов рублей с ростом на 339 миллионов рублей к прогнозу 2021 года. И в 2023 году 8 миллиардов 709 миллионов рублей с ростом на 350 миллионов рублей к прогнозу 2022 года. Обращаю ваше внимание, что бюджетные ассигнования в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на данный момент не учтены. Данные объемы будут учтены ко второму чтению после утверждения в государственном бюджете Республики Саха-Якутия и доведения муниципального образования. Если рассматривать доходы в разрезе налоговых и неналоговых доходов, то на слайде представлен прогноз доходов динамики, который показывает следующее. Налоговые доходы на 2021 год планируются в размере 7 миллиардов 567 миллионов рублей со снижением на 165 миллионов рублей к плану текущего года. Основную массу налоговых поступлений прогнозируется получить в виде налога на доходы физических лиц в размере 5 миллиардов 62 миллиона рублей. Надо отметить влияние пандемии 2020 года на основной доходный источник бюджета, в результате чего увеличение лишь на 40 миллионов прогнозируется. За счет прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2021 году на 4,5%. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа и налогов на совокупный доход в сумме 2 миллиарда 114 миллионов рублей, которые в сравнении с планом текущего года снижаются на 206 миллионов рублей, в основном за счет снижения, за счет отмены с 1 января 2021 года единого налога на определенный доход. Налоговые доходы на 2022 год планируются в размере 7 миллиардов 918 миллионов рублей с ростом на 351 миллион рублей к прогнозу 2021 года, также за счет налога на доходы физических лиц, который планируется в сумме 5 миллиардов 311 миллионов рублей, или с увеличением на 249 миллионов рублей, исходя из темпов роста оплаты труда на 5% к прогнозу 2021 года. И налогов на совокупный доход в сумме 2 миллиарда 201 миллион рублей, который увеличивается на 87 миллионов рублей к прогнозу 2021 года за счет роста налоговой базы и налогоплательщиков. Налоговые доходы на 2023 год планируются в размере 8 миллиардов 273 миллионов рублей с увеличением на 355 миллионов рублей к прогнозу 2022 года за счет основного доходного
энергоисточника НДФЛ в размере 5 миллиардов 529 миллионов рублей или с увеличением на 218 миллионов рублей, исходя из темпов роста оплаты труда на 4,1% к прогнозу 2022 года. По другим видам налоговых доходов в планируемом периоде отмечается стабильная положительная динамика поступления в местный бюджет. Это акцизы на нефтепродукты в размере 14 миллионов рублей, налоги на имущество в 2021 году в размере 276 миллионов, на 2022 год 291 миллион рублей и на 2023 год в сумме 296 миллионов рублей. Государственная пошлина на 2021 год 86 миллионов рублей, на плановый период 87 миллионов рублей и 88 миллионов рублей. Также налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 14 миллионов рублей ежегодно. Неналоговые доходы местного бюджета на 2021 год планируются в размере 454 миллионов рублей с ростом на 23 миллиона рублей к плану 2020 года. Основные доходы в неналоговых поступлениях занимают доходы от использования муниципального имущества в сумме 348 миллионов рублей с увеличением на 56 миллионов рублей за счет арендной платы за землю ввиду увеличения кадастровой стоимости с 1 января 2020 года и усиления работы по взысканию задолженности по нему. Неналоговые доходы на 2022 год планируются в размере 441 миллиона рублей со снижением на 13 миллионов рублей к плану 2021 года. На 2023 год планируется в размере 436 миллионов рублей со снижением на 5 миллионов рублей к плану 2022 года. Снижение неналоговых доходов в плановом периоде прогнозируется, что по доходам от продажи права на заключение договоров аренды земли на 4 миллиона рублей в связи с уменьшением количества земельных участков, представляемых на торги. По доходам от компенсации затрат в виде возмещения за разницу стоимости жилья по переселению граждан на 5 миллионов рублей в 2022 году и на 6 миллионов рублей в 2023 году согласно графикам оплаты по действующим соглашениям с физическими лицами. По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности, на 3,5 миллионов рублей в 2022 году и на 1,3 миллиона рублей в 2023 году, исходя из расчета согласно методике прогнозирования доходов. Дефицит местного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 5% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в размере 401 миллиона рублей и на плановый период бездефицитным ежегодно. Что касается программы муниципальных гарантий городского округа на 2021-2023 годы, программа сформирована в соответствии с решением кредитной комиссии окружной администрации города Якутска в размере 150 миллионов рублей ежегодно для ООО МСЗ агентства по развитию территорий с целью гарантирования на выполнение оборотных средств для строительства социально значимых объектов и объектов жилья. Объем муниципального долга городского округа города Якутск на 1 января 2022 года планируется в размере 4 миллиардов 204 миллионов рублей, или это 52% к общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 1 января 2023 года 4 миллиарда 49 миллионов рублей, это 48%. И на 1 января 2024 года 3 миллиарда 776 миллионов рублей, или 43%. К общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Таким образом, объем муниципального долга городского округа города Якутск имеет тенденцию к снижению и не превышает установленные бюджетным кодексом Российской Федерации предельные его размеры. Параметры проекта бюджета по расходам сформированы по муниципальным и ведомственным целевым программам, которые направлены на достижение 7 стратегических целей и непрограммной части. Согласно проекту, общий объем расходов без учета федеральных и республиканских средств на 2021 год составит 8 миллиардов 421 миллион рублей, 8 миллиардов 359 миллионов рублей в 2022 году и 8 миллиардов 709 миллионов рублей в 2023 году.
Приоритетом расходов остается содействие достижению национальных целей развития, инструментом реализации которых являются муниципальные проекты, а также безусловное выполнение принятых социальных обязательств, отнесенных законодательством, полномочиям органов местного самоуправления. Городской округ участвует в 7 национальных проектах. Это безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, демография, экология, образование, культура и цифровая экономика. Расчет предельных базовых бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы при формировании расходной части бюджета учтен в соответствии с подходами, которые были утверждены решением комиссии по бюджетным проектировкам от 23 октября текущего года. За основу формирования базовых бюджетных ассигнований приняты объемы, первоначально утвержденные решением о бюджете на 2020 и 2022 годы и принятым прогнозным объемом дохода бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. Таким образом, были приняты следующие подходы. Фонд оплаты труда за счет средств местного бюджета на 2021 год составит 3 миллиарда 659 миллионов рублей, удельный вес в общих расходах которого возрос до 44% против 42% текущего года. При этом учтено повышение заработной платы с 1 января 2021 года на 3% для работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. Также повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года. Также сокращение фонда оплаты труда на 10% в рамках проводимых работ по оптимизации численности и фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Расходы на коммунальные услуги муниципальных учреждений определены с учетом индексации тарифов на 105% и составят 461 миллион рублей с ростом на 22 миллиона рублей. Установлены социальные выплаты, обеспеченные на 100% и составят 38 миллионов рублей. В полном объеме предусмотрено принятые обязательства по реализации проектов государственно-частного партнерства, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также расходы на оплату налога на имущество. В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по социальной сфере, это образование, культура, социальная политика, занимают 53%. В целом, если остановиться по разделу образования, то предусматривается в проекте бюджета 3 миллиарда 633 миллиона рублей. Снижение по утвержденному плану на 2020 год составит 401 миллион рублей. Это за счет перемещения на первый раздел расходов, связанных с оплатой процентов по соглашению по государственно-частному партнерству. Также сокращение фонда оплаты труда на 10%. По сфере культуры в проекте бюджета на очередной финансовый год предусматривается 683 миллиона рублей или со снижением на 158 миллионов рублей. Из них за счет перемещения на 01 раздел также расходы, связанные с оплатой процентов по соглашению ГЧП, также сокращение фонда оплаты труда на 10% и сокращение расходов на проведение культурных мероприятий в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По социальной политике расходы на 2021 год составят 148 миллионов рублей с увеличением на 15 миллионов. Из них это за счет увеличения расходов на выплату доплат муниципальной пенсии, снижение расходов на софинансирование программы обеспечения жильем молодых семей при этом наблюдается, и резервирование средств по подразделу на другие вопросы в области социальной политики для компенсации проезда в отпуск работникам муниципальных учреждений. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику занимают в общем объеме 25%. По указанным отраслям в проекте бюджета на 2021 год предусматривается 2 миллиарда 86 миллионов рублей, то есть рост по сравнению с утвержденным планом текущего года составит 123 миллиона рублей, что обусловлено началом реализации с 2021 года трехлетнего плана благоустройства и озеленения города Якутска. Общий объем расходов на реализацию указанного плана на 2021 год составит
200 миллионов рублей, на 2021 год 221 миллион рублей и на 2023 год 193 миллиона рублей. Следует отметить, что расходы на содержание дорог, объектов наружного освещения, благоустройства и озеленения территории города Якутска и пригородов предусмотрены на уровне утвержденного плана расходов в текущем году. Сокращение фонда оплаты труда органов местного самоуправления учреждений по данным областям составит около 20 миллионов рублей. Объем расходов на бюджетные инвестиции в 2021 году составит 938 миллионов рублей, перечень объектов будет внесен по второму чтению. В целом, если остановиться в разрезе программных расходов и непрограммных расходов, то на 2021 год программные расходы составили 6 миллиардов 872 миллиона рублей, или это 82% общего объема расходов, а непрограммные расходы составят 1 миллиард 549 миллионов рублей, или 18%. Программная часть бюджета сформирована на основе 17 муниципальных программ или 4 ведомственных программ. С 2021 года планируется финансирование 2 новые муниципальные программы. Это развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа города Якутск на 2021-2024 годы и охрана окружающей среды городского округа на 2021-2025 годы. С учетом резервированных источников, которые в течение финансового года будут перераспределены по соответствующим муниципальным программам, объем программных расходов составит 85%. Уважаемые участники публичных слушаний, бюджет города Якутска, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность. Для реализации поставленных проектом решения целей на предстоящий трехлетний период особое внимание будет уделено на решение следующих задач. Первое – это развитие доходного потенциала и повышение уровня собираемости доходов. Второе – повышение эффективного расходования бюджетных средств за счет мероприятий по оптимизации численности и расходов на фонд оплаты труда. Проведение мероприятий по передаче отдельных расходов бюджетных и автономных учреждений на аутсорсинг. Продолжение процесса централизации бюджетного бухгалтерского учета, совершенствование условий и механизмов предоставления субсидий юридическим и физическим лицам, то есть переход на конкурсные процедуры. Также минимизация в плановом периоде размера дефицита бюджета с целью сокращения муниципального долга и расходов на его обслуживание, с безусловным исполнением принятых долговых обязательств в полном объеме и установленные сроки. Также продолжится сдерживание запрета на создание новых учреждений и увеличение численности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Нам предстоит провести мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, не допускать образования кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям. Благодарю за внимание. Спасибо, Мария Николаевна. Уважаемые участники публичных слушаний, переходим к выступлениям экспертов. Слово для выступления предоставляется эксперту, директору научно-исследовательского института региональной экономики Северо-Восточного федерального университета Петру Владимировичу Гуляеву. Здравствуйте, уважаемые участники слушаний. Заключение я предоставил. Я вижу, в материалах уже есть пояснения по пунктам моего заключения. Есть необходимость озвучить это сейчас? Я могу озвучить, да? В общем-то, я согласен с теми пояснениями, что даны в материалах, но я озвучу. Значит, я считаю, что проект решения Якутской гордумы о бюджете городского округа в целом соответствует законодательству, регулирующему бюджетный процесс. Проект бюджета содержит все необходимые характеристики и показатели, которые регламентируются бюджетным кодексом Российской Федерации. Но при этом я ожидал, что одновременно с проектом решения о бюджете будут предоставлены такие документы, как прогноз социально-экономического развития городского округа, оценка ожидаемого исполнения
бюджета городского округа, но значит, вы дали пояснение, что все эти документы находятся на сайте, на официальном сайте городского округа. Основными источниками доходной части бюджета являются налог на прибыль дохода, налог на совокупный доход почти 90%. НДФЛ это 63% структуры доходов и спецрежимы налогообложения 26%, ну 26,36%. При этом в период 2018-2020 года объем поступления от налога на доходы физических лиц имеет положительную динамику, а поступление налога на совокупный доход с 2019 года снижается, ну, в том числе по проекту 2020 года. Но в общем и целом это обстоятельство снижения налога на совокупный доход может быть связано со снижением деловой активности, деморализацией в секторе малого и среднего предпринимательства, в том числе с уменьшением числа экономических субъектов, использующих спецрежимы налогообложения, что в свою очередь может быть связано с укрупнением малых предприятий и увеличением численности занятых. Ну, здесь уже было сказано, что уменьшение в том числе обусловлено отменой НВД 2021 года, но, в общем-то, я думаю, что НВД должен быть компенсирован другими спецналогами, спецрежимами налогообложения, поскольку субъекты, которые уплачивали НВД, они в любом случае должны выбрать другую форму уплаты налога. Вот при этом, значит, в период с 22 по 23 годы проектом решения предполагается рост поступлений от налога на совокупный доход, а также рост поступлений от НДФЛ. Я считаю, что при планировании поступления в бюджет целесообразно учитывать, что отрицательная динамика поступления налогов на совокупный доход может иметь среднесрочный характер, в том числе вследствие неопределенности и ограничений, действующих в связи с коронавирусной пандемией. Ну, по некоторым оценкам, восстановление экономики может происходить в течение 5 лет. По информации налоговой службы Российской Федерации, консолидированные поступления налогов могут уменьшиться в 2021 году на 10%. По мнению многих экспертов, в 2021-2022 годах муниципалитеты получат меньше НДФЛ, чем рассчитывали по итогам функционирования экономики 19-22 год. Вот, на поступление также могут влиять те меры по поддержке экономики, которые предприняты в связи с пандемией. Например, предоставление срочной уплаты налогов, налоговой льготы. Ну, в общем, по этим словам моим, значит, даны пояснения. Я в общем и целом согласен с этими пояснениями, хотя пояснение о том, что снижение налогов на совокупный доход связано с отменой НВД, там, в общем, как-то не очень убедительно. Это мое личное мнение. Основные расходы бюджета планируется производить в сферах, такие самые основные расходы, да, общегосударственные вопросы, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура и коммуникация. Наиболее тяжелые расходы по образованию 43,1%. Я отметил в своем заключении, что расходы по разделу образования снижаются, при этом увеличиваются расходы на общегосударственные вопросы, связанные с организацией управления. Но дано пояснение, что в общем, произошла передвижка в увеличении бюджета в 2019 году. Поэтому, в общем, с этим все понятно. В общем, я считаю, что в общем и целом проект решения соответствует законодательству, регулирующему бюджетный процесс. Спасибо. Спасибо большое, Петр Владимирович. Переходим к следующему эксперту. Слово для выступления предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановне Евсиковой. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела остановиться на расходной части бюджета, в частности, на двух программах.
программа развития образования и молодежь, семья, спорт, здоровый город. Что касается образования, значит, ну, понятно, что это одна из самых финансово емких программ для города, но хочу сразу вот что пояснить. В шестой программе данной программы, которая называется «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования», есть 3 пункта, на которые хочу обратить внимание. 6.1. Обеспечение безопасности учреждений образования, куда входят мероприятия по пожарной безопасности, в том числе замена пожарной сигнализации в ряде образовательных учреждений, мероприятия по антитеррористической безопасности, монтаж систем видеонаблюдения, ну и так далее. В 2020 году, в текущем году, была выделена сумма порядка 10 миллионов 800 тысяч рублей. Происходит сокращение на 2021 год, и сразу хочу сказать, чем грозит неисполнение вышеуказанных мероприятий. Тем, что в сентябре просто многие образовательные учреждения могут быть не приняты, или в любом случае Пожнадзор заставит выполнить эти мероприятия. Заявка управления образования КРБС была по этому направлению 59 миллионов рублей, то есть потребность очень высокая. Поэтому у меня предложение ко второму чтению восстановить расходы по этому пункту хотя бы на уровне 2020 года. Что касается следующих 2 пунктов, капитальный ремонт образовательных учреждений и укрепительно-восстановительной работы. Ну, очень радует, что капитальный ремонт был немножко увеличен. Ну, в этом году 23 миллиона, в следующем планируется 30. Опять же, хочу сравнить с заявкой управления образования 284 миллиона. Поэтому, Георгий Георгиевич, есть предложение вообще подумать, внести предложение, как увеличить финансирование на проведение капитального ремонта образовательных учреждений. На сегодняшний день есть уже проектно-сметная документация по проведению ремонта многих образовательных учреждений, и они, конечно, впечатляют. Ну, несколько назову. Капитальный ремонт 88-го садика, который был передан в этом году от ДНЦ, наконец-то передан. Передача шла более 3 лет. Требуется 50 миллионов рублей. Детский садик 45-й в районе Автодорожной улицы, где раньше размещалась школа 6-я. Для того, чтобы он полностью заработал как детский сад, требуется ремонт 67 миллионов рублей. Здание по улице Горького, 98/1, которое передано управлению образования для открытия IT-клуба, который участвует в федеральном проекте и будет открываться, должен открываться торжественно в сентябре следующего года, требуется 59 миллионов рублей. Понятно, что из суммы 30 миллионов эти вещи выполнить невозможно. Кроме этого, произошло сокращение по статье укрепительно-восстановительной работы почти на 10 миллионов рублей по сравнению с этим годом. А учреждений, которые требуют укрепления укрепительно-восстановительных работ, становится все больше. И если эти здания, тех же, например, детских садиков, 56 Пушинка, 96 Брусничка в Саисарском округе, не восстановить в ближайшее время, то мы эти здания просто потеряем и станет вопрос о строительстве новых зданий вместо этих действующих. Так, по этой программе все. Несколько слов по программе «Молодежь, спорт, семья, здоровый город». В 4-й подпрограмме, которая называется «Определение условий для оказания медицинской помощи населению, информирование, распространение социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ». Ну, короче, мы ее всегда между собой называем «Здоровый город», и все понимаем, о чем речь. В этой программе, по сравнению, от уровня 2020 года планируется в 2021 году всего оставить 9,5%. Вместо плановых порядка 5 миллионов остается 515 тысяч. Полностью убраны очень многие мероприятия, некоторые назову, в частности, заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза, иммунодиагностика туберкулеза у детей и подростков, вакцинация девочек подросткового возраста против вируса папилломы человека, как профилактика рака шейной матки, оказание услуг по диспансеризации
маргинальных групп населения. И вот здесь хочу сказать, что да, в 131 законе мы понимаем, что муниципальные полномочия по здравоохранению нет, это полномочия государственные, но при этом остается работать федеральный закон 323, где в статье 17 прописаны полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. Закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Эта программа полностью соответствует 323 закону, и, на мой взгляд, недопустимо сокращение вот этих мероприятий, которые я назвала. Почему? Объясню. Благодаря реализации данной программы на территории города Якутска с 2014 года удалось немного сократить показатели туберкулеза по городу Якутску. Если сравнивать с 2017 годом, 2019 и 2017 год, показатель заболеваемости туберкулеза среди взрослого населения снизился на 7%, по детской заболеваемости даже на 48%. Но при этом до сих пор основные показатели по туберкулезу превышают республиканские и федеральные в 1,5 раза. За последние 3 года, вот если говорить, да, вот дезинфекция, это муниципальные полномочия по 323 закону, почти 1500 очагов туберкулеза. То есть за счет этого идет снижение туберкулеза, за счет профилактики по туберкулезу, то, что проводится за счет городской программы, это диаспин-тестирование туберкулеза, вот так резко, не резко, а так вот сильно, хорошо, на 48% удалось сократить туберкулез среди детского населения. А что касается вот пункта диспансеризации отдельных маргинальных групп населения, мы прекрасно понимаем, что это единственный пункт во всех программах, который касается наших бомжей, лиц, которые выходят из мест лишения свободы. Благодаря вот этой программе они проходят медицинский осмотр, проводят флюорографию, их направляют в какие-то учреждения социальные и так далее. Если этого не будут, они еще больше, увеличение произойдет, они все будут на улицах города Якутска. Поэтому я считаю, что вот в данной ситуации ковид когда-то закончится, и мы все столкнемся с туберкулезом. Сегодня туберкулез по городу Якутску остается очень высоким. Поэтому это ни в коем случае нельзя убирать. И что касается рака шейки матки, профилактики, вакцины профилактики по этому вопросу, рак шейки матки занимает 3-е место среди онкологических заболеваний у населения и 2-е место среди злокачественных опухолей репродуктивных органов у женщин республики Саха-Якутия в возрастных группах от 15 до 49 лет, уступая только раку молочной железы. В последние годы обозначилась тенденция роста заболеваемости раком шейки матки у женщин в возрасте до 29 лет. Рак шейки матки – это единственное злокачественное онкозаболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Гарантия того, что те девочки, которым поставлена вот эта вот вакцина, более 90%, что они не будут болеть вот этим распространенным видом онкологического заболевания. Я думаю, что нам с вами не воспользоваться этим просто нельзя. Так, это вот коротко по этим программам. Ну и в общем хочу сказать, что прогноз бюджета рассмотрен на всех постоянных комиссиях Якутской городской думы. Сегодня он был рассмотрен на комиссии по бюджетно-экономической политике. Есть определенные рекомендации, они все, ну скажем так, принимаются в работу, и прогноз бюджета направлен уже в президиум для рассмотрения, и в понедельник будет рассмотрен на президиуме Якутской городской думы. В целом, я не буду говорить общие слова, ну, действительно, бюджет сложный, но на сегодняшний день соответствует, скажем так, на духу времени, остается по-прежнему социальный, и будет, я не сомневаюсь, что он будет в среду рассмотрен на сессии городской думы. Мне все, спасибо. Спасибо, Екатерина Ивановна. Да, как вы сказали, мы эти вопросы проговаривали на постоянных комиссиях. Вот, и в рамках работы по второму чтению мы будем рассматривать эти вопросы обязательно дальше. Спасибо. Слово для выступления предоставляется эксперту, заместителю главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталию Валерьевичу Оленину. Пожалуйста, Виталий Валерьевич.
я таблицу посмотрел, в нее не вошли мои замечания, но это исключительно моя вина, потому что я немного затянул предоставление экспертного заявления. Ну, надеюсь, что-то будет все же учтено. Уважаемые присутствующие, хочу обратить внимание на некоторые моменты, связанные с особенностями формирования городского бюджета на 2021 год. И сразу оговорюсь, что в своем выступлении я почти не буду затрагивать прогнозные цифры на 2022-2023 год. Да, у нас вся страна перешла на трехлетний бюджет, но, к сожалению, уровень планирования, как на муниципальном, региональном, даже федеральном уровне такой, что прогнозные цифры не выдерживают столкновения с реальностью. Даже бюджет текущего года подлежит корректировке по 20 раз за год. Поэтому что ж тут говорить о планировании 3 года вперед. Еще хочу отметить, что часть того, о чем буду говорить, в своем выступлении отметил другой эксперт, господин Гуляев, поэтому немножко сокращу выступление свое, чтобы не повторяться. Сравнение основных показателей бюджета на 2021 год с текущими показателями бюджета настоящего года, 2020, показывает, что у нас идет снижение поступлений по доходной части. Если текущие показатели это 8 миллиардов 163 миллиона рублей, то в проекте бюджета на 2021 год мы видим уже снижение до 8 миллиардов 20 миллионов рублей. Разница, на первый взгляд, незначительна, составляет менее 1%, но следует понимать, что мы сравниваемся с результатами года, оказавшегося под ударом сразу двух кризисов – финансового и пандемийного. И любой кризис он подразумевает достижение нижней точки, после которой идет либо стагнация, либо подъем. То, что власти города не видят в 2021 году оснований для роста экономики и социального развития города, к сожалению, говорит об отсутствии перспектив и отсутствии результатов антикризисных усилий в уходящем году. Забегая вперед, могу отметить, что проект бюджета предусматривает сокращение практически всех значимых целевых программ города. И единственный, в общем, позитивный момент, незначительный, буквально на 20 миллионов снижение дефицита бюджета. И хочу еще также отметить, что признавая тяжесть 2020 года, власти города ни разу не озвучивали целью своей деятельности выход из кризиса. Понятие антикризисного управления, справедливости ради это на республиканском уровне, понятие антикризисного управления вообще не звучит в официальных выступлениях, не отражается в документах и так далее. И проект бюджета также не предусматривает никаких антикризисных мероприятий, если не считать таковыми сокращения целевых и ведомственных программ. Собственно, единственная антикризисная мера, которую мы услышали, она прозвучала к концу года и подразумевает продажу зданий муниципалитета, а также ряд административных зданий в центре города, о чем заявил намерение мэра Сардана Максимова. При этом в проекте бюджета ни на 2021 год, ни на 2022, ни на 2023 год эти планы, конечно же, никак не отражены. Налоговые доходы города Якутска на 2021 год составят сумму в 7,566 миллиардов рублей. Ну, 7,5 миллиардов рублей. Из них 67% приходится на один налог, на НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Это больше, чем планировалось при принятии бюджета на 2020 год. И фактически следует признать, что основным источником поступления собственных средств в размере Якутска являются жители города, жители столицы. Из каждых 3 рублей, поступающих в бюджет в виде налогов, 2 платят сами горожане. Оставшиеся 33% собственных налоговых доходов почти полностью составляют совокупные налоги, фактически это один ОСН. То есть налоги, поступающие в малое и среднее предпринимательство, на них приходится 27,9%. То есть вот вместе это практически больше 95%, и все остальные налоговые поступления крайне незначительные. 2 налога формируют практически все собственные доходы города Якутска. Иными словами, почему вот это выделяет момент, иными словами, жители – это основной и самый ценный ресурс города. Не только в переносном смысле, но и в самом, что есть прямом. И считаю, что данное обстоятельство накладывает дополнительные обязательства на муниципальных служащих города Якутска. Потому что когда ваш непосредственный начальник, Сардана Владимировна, называет горожан работодателями, это некрасивая фраза, это не фигура речи, это прямая констатация факта. Предприниматели и рядовые горожане, платящие НДФЛ, главный источник поступления налогов в каждом городе. В общем, не главный, а практически единственный. И прямая обязанность муниципалитета, проживающего за счет горожан, обеспечить их, во-первых, качественными муниципальными услугами, во-вторых, обеспечить комфортным проживанием, и в-третьих, создать условия для формирования благоприятной деловой среды. К сожалению, анализ расходной части бюджета показывает, что вот второй и третий пункт нельзя назвать приоритетными для бюджетной политики города. Тоже я вот немножко остановлюсь подробнее. НДФЛ в бюджете столицы составляет, на 2021 год, составляет 5 миллиардов 60 миллионов рублей.
бюджете до 2 миллиардов 114 миллионов в бюджете будущего года, 2021 года. И вот снижение по УСН, оно, в общем-то, оправдано, да? И, на мой взгляд, это даже довольно оптимистично посчитанное снижение, поскольку малый бизнес всей республики получил тяжелейший удар. Согласно реестру малого и среднего предпринимательства в период с марта по ноябрь 2020 года Якутия потеряла 2500 предпринимателей и малых предприятий, и поскольку 40% бизнеса находится на территории города Якутска, сосредоточено на территории города Якутска, то именно у города произошло серьезное сокращение налоговой базы. Учитывая, что никаких дополнительных мероприятий по поддержке предпринимательства не запланировано, а соответствующая муниципальная программа снижена и очень сильно снижена, я полагаю, что ближайшие корректировки покажут серьезный недобор по данной категории налогов. К проблемам, связанным с малым бизнесом, следует также отнести изменения налоговой политики, которые, на мой взгляд, не учтены при формировании доходной части бюджета в полной мере. Ну, вот до меня эксперт уже обращал внимание, потому что у нас отменяется НВД с 1 января 2020 года. Ну, с 1 января 2021 года. И я добавлю к этому, что вводится также налог на самозанятых, который тоже станет источником потери муниципального бюджета. Я позже чуть поясню, почему. ЕНВД, единый налог на доход в бюджете города Якутска, обеспечил поступление в сумме до 400 миллионов рублей. После его упразднения часть предпринимателей, конечно, придет на упрощенку, и в представленном проекте бюджета там, даже подразумевается небольшой рост, но примерно, если перевести все в деньги, то примерно половина текущих поступлений от ЕНВД, она просто, которые сейчас собирается столица, она просто теряется до 200 миллионов рублей. И следует также учесть, что текущие расчеты по данному проекту бюджета не учитывают снижение ставок УСН на 2021 год, которые, скорее всего, могут быть приняты при принятии закона о налоговой политике в окончательном варианте, закона о налоговой политике республики. И прямо сейчас идет активное лоббирование снижения ставок упрощенной системы налогообложения. Предприниматели просят правительство в значительной степени ее сократить, и приводят пример, например, в Удмуртии, в других регионах, где эта ставка сокращена аж до 1%, хотя бы в рамках поддержки наиболее пострадавших отраслей, это примерно треть всех отраслей предпринимательской деятельности. И с большой вероятностью в рамках второго-третьего чтения закона о налоговой политике правительство может пойти здесь на уступки. И то есть в этом случае город соберет УСН в меньшем объеме. Кроме того, хочу отметить еще один момент. Судя по представленным цифрам, часть потерь по ЕНВД муниципалитет рассчитывает получить, в смысле перекрыть за счет роста доходов от продажи патентов на осуществление предпринимательской деятельности, которые должны вырасти почти в 4 раза. Если в бюджете 2020 года цифра идет 57,8 миллионов рублей, то в проекте бюджета на 2021 год фигурирует уже 210 миллионов рублей. То есть в 4 раза. Но это очень оптимистичный расчет. Почему? Потому что значительного увеличения видов предпринимательской деятельности, переведенных на патенты, к сожалению, не произошло, хотя пытались этого добиться, чтобы компенсировать потери по НВД, но этого не произошло. И следует не забывать, то, о чем я говорил, что у нас действует с 1 июля 2020 года закон о налоге на профессиональную деятельность. Этот налог постепенно будет набирать популярность, его активно популяризируют на линии Министерства по делам предпринимательства. По мере того, как люди с ним знакомятся, люди его изучают, сарафанная молва разносится от человека к человеку, его популярность растет, количество плательщиков будет неизбежно увеличиваться, потому что действительно в некоторой степени для некоторых видов деятельности удобнее. И очень важный момент, что этот налог имеет право платить индивидуальные предприниматели. Вот. И этот налог не подлежит вычислению в местную казну. Он, если я не ошибаюсь, может быть, что-то изменилось, но последнее письмо налоговой службы, которое я видел, 63% налогов на профессиональный доход поступает в республиканский бюджет, 37% уходит в бюджет ФОМС. То есть те предприниматели, которые перейдут в связи с отменой ЕНВД, в том числе на профессиональный доход, на уплату налога на профессиональную деятельность, они уже не будут платить налоги в бюджет города Якутска. Необходимо в переговорах с правительством ставить вопрос о том, чтобы часть вот этого налога, те 63%, которые зачисляются в республиканскую казну, все-таки передавались муниципалитетам. В противном случае
с одной стороны, не будет заинтересованности в том, чтобы развивать категорию самозанятых граждан, а с другой стороны, будут муниципальные бюджеты нести потери и по НДФЛ, и по налогу на предпринимательскую деятельность. Это очень важный момент, который пока почему-то вот, при обсуждении и закона о налоговой политике, и при обсуждении бюджета республики не учитывается. При рассмотрении проекта бюджета на профильной комиссии я считаю необходимым рассмотреть цифры очень предметно и поставить вопросы компенсации выпадающих доходов, связанных именно с упразднением МВД и с потенциальным снижением ставок УСН, если правительство на это пойдет, а также введением налога на максимальный доход, который не подлежит зачислению в местный бюджет. В качестве компенсации предлагаю инициировать повышение процента от НДФЛ, подлежащего зачислению в бюджет города Якутска на 5%. Да, я знаю, что правительство здесь пресекает разговоры, не хочет никак идти. Это с 2016 года еще князь Сергеевич поднимался вопрос о том, чтобы изменить пропорции по зачислению НДФЛ в пользу города. Но, мне кажется, этот вопрос надо все равно поднимать при каждом удобном случае. И сейчас удобный случай, потому что у нас реально будут выпадающие доходы довольно серьезные. Так, далее. Обращаю внимание, что в городе Якутск не предусматривает мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства с целью сохранения, расширения уже не приходится говорить, малого и среднего предпринимательства как значимой налогооблагаемой базы и как работодателя, который создает рабочие места, из которых потом наемные работники платят НДФЛ. Смотрите, тяжелый год 2020, большое сокращение числа субъектов предпринимательской деятельности, очень серьезно пострадал бизнес. Значит, не все уверены, что переживут, плюс отмена ЕНВТ, это все со страшной силой бьет предпринимателя. Добавим к этому еще и откровенно агрессивную и неуемную деятельность административной комиссии, также комиссии ГО и ЧС города Якутска, которые буквально прессуют бизнес, доходит до того, что сейчас уже готовится обращение в прокуратуру с просьбой как-то урезонить служебный был этих двух товарищей, господ Юрченко и Антонова, которые натуральным образом адресовали бизнес. То есть в тот период, когда надо поддерживать предпринимателей, у нас город действует прямо обратно. Я, как председатель Координационного совета, встречался с мэром города Якутска в составе актива Координационного совета. Мы обращали внимание, Централ Мирно обещал унять служебное рвение данных господ. Но я к чему это говорю? Потому что бизнес получает серьезный удар. При этом программа поддержки предпринимательства города Якутска попала в число наиболее сокращаемых на 2021 год. Смотрите, она входит в пятерку самых урезанных на 33%. Практически все программы срезаны. Да. Много говорили про программу образования и так далее, но там срезают на 8-10%. Программа поддержки и развития предпринимательства сокращена на 33%. И это по сравнению с 2020 годом. В этом году программа поддержки предпринимательства была сокращена на 90%. За 2 года на 123% сократили поддержку предпринимательства. Самые пострадавшие отрасли. У нас, конечно, город бюджетников, но бюджетники получают финансирование, и за этим четко следит прокуратура, а вот предприниматели вообще под ударом находятся. И в текущем виде программа представляет собой чистой воды профанацию. Бюджет программы поддержки малого предпринимательства среднего 2,5 миллиона рублей на 2021 год. И словом, программа это просто недостойная инновация. Из этих 2,5 миллионов рублей 1 миллион это, пардон, на покатушки до полюса холода и на финансирование фестиваля «Зима начинается в Якутии». Ничего общего с мерами поддержки бизнеса эти мероприятия не имеют. В период тяжелейшей экономической ситуации, когда основные тяготы пришли именно на малый бизнес, город ровным счетом ничего не планирует предусмотреть для его поддержки. Может быть, это не вопрос слушать по бюджету, но считаю, что важно учесть и важно пересмотреть эту программу. Найти на нее средства и найти способ поддерживать столичных предпринимателей. Далее. Большинство муниципальных программ, как уже сказал, предусматривает сокращение на 8-10%. Но помимо программы развития малого и среднего предпринимательства, урезанных находок, есть еще несколько, которые также подверглись сильным сокращениям и которые, что это важно отметить. Да? Во-первых, это программа профилактики правонарушений на территории города Якутска. Сокращение на 30% до 11,8 миллионов рублей. А ведь сюда входит экономия на видеонаблюдении и безопасности дорожного движения. Это важный момент, и, мне кажется, не так нравно, который следует экономить. Далее. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. Сокращение на почти 34%. Причем в первую очередь под нож идет развитие систем теплоснабжения. Ну, серьезно. В городе Якутске сокращать расходы на коммуналку и на теплоснабжение. В городе, в самом крупном городе на вечной мерзлоте сокращать
развития агрополиса сокращение почти на 70%. Ну, бог с ним. Программа развития туризма сокращение на 33%. Ну, бог с ним с агрополисом. Якутск никогда не был аграрным городом. Там, в период руководства Игоря Александровича Сергеевича была идея этого агрополиса. Про нее много говорили, мало финансировали. Но бизнес, безопасность, коммуналка — это разве не приоритетное направление городского хозяйства? Почему по ним дают сокращение? Я не понимаю. Единственная программа, которая показывает феноменальный рост по сравнению с площадью на фоне всех сокращений, это программа формирования комфортной городской среды. По сравнению с 2020 годом рост 308%, в 3 раза, до 205 миллионов рублей. Хорошо? Ну, да, я считаю, хорошо. Но больше четверти этих средств очень хорошо. Один из немногих светлых моментов, которые я рассмотрел, изучая проект бюджета. Но больше четверти вот всех этих средств на формирование комфортной городской среды придутся на один бульвар и на один парк. Бульвар — это набивший оскомину бульвар Учителя, где должны правоохранительные органы работать и привлекать к ответственности тех, кто занимался им в 2018 году, 2017. Ну и парк Победы. Ну ладно, парк Победы — это 75-летие Победы, там сокращать расходы менять никто не поймет. И вот в рамках увеличения вот этой программы формирования комфортной городской среды, мне кажется, бульвар Учителя надо точно не дофинансировать, там надо вести жесткую претензионную работу к подрядчикам, которые им занимались, и возбуждать уголовные дела. А реально все признаки состава правонарушений, хищений и приписок до откровенного воровства. И причем все документы уже в муниципалитете есть. Так, и касаясь еще раз программы формирования комфортной городской среды, очень радует, что в 8 раз увеличиваются расходы на благоустройство. Я, к сожалению, не помню расшифровку этой программы не видел, но судя по тем формулировкам, которые были в проекте бюджета и в сопроводительной записке, увеличиваются конкретно расходы на благоустройство дворовых территорий. И это подразумевается, что это подъезды и проезды к дворовым территориям НКД, многоквартирных домов. 141,3 миллиона рублей. Ну, это, конечно, прекрасно, хорошо. Но МКД, это у нас комплексный район, там, район в центре города. А как же вот такие спальные районы, типа Сайсара, 17-го квартала, где мало МКД? Как же пригороды? Вот там эти подъездные работы не будут. И потом, если все деньги уходят на подъездные работы, то, собственно, дворы, кто будет заниматься благоустройством самих дворовых территорий? Считаю необходимо детализировать эту сумму и, возможно, даже пересмотреть распределение средств, сообразуясь с принципами социальной справедливости, чтобы люди, которые живут в камерном благоустроенном жилье в центре города, не получили приоритет по сравнению с жителями, живущими в деревянном жилом фонде на окраине. И напоследок, так много времени занял, очень кратко по программным расходам. Смотрите, здесь у нас идет некоторое уменьшение, да? То есть мэрия экономит, было 1 586 миллионов, стало 1 548 миллионов. Я не буду полностью сравнивать с бюджетом 2020 года, я только возьму самые первые и основные расходы. Да? К сожалению, не просматриваются, на мой взгляд, сокращение расходов на деятельность органов власти. Объясню почему, я акцентирую на этом внимание. Но мы все видим, что мы переходим работать на новый режим. И этот новый режим является менее затратным, а более эргономичным. То есть это удаленки, ВКС, сокращение поездок, минимизация поездок, то есть сокращение пользования служебным транспортом и так далее. Оптимизация рабочего времени на перемещении и так далее и тому подобное. Автоматизация определенных процессов, переход на предоставление определенных услуг в автоматизированном порядке, в определенном порядке. Все это должно сделать нашу власть, содержание нашей власти дешевле. То есть нам, в силу того, что не работают в полную загрузку органы муниципальной власти, работают дистанционно и так далее, расходы на власть должны сократиться. И действительно, например, по линии содержания главы города и центрального аппарата незначительное сокращение есть. Было 152 миллиона, до 152,7 миллиона рублей на главу города и на аппарат администрации, стало 150 миллионов рублей. Ну, 2,7 миллиона рублей, это незначительно. Это вся экономия, которую мы добились, вводя централизацию, удаленку и так далее, мне кажется, слишком незначительное уменьшение. И в то же время есть увеличение расходов на содержание руководства Гордумы и аппарата городской думы. То есть, например, руководство Гордумы у нас в
теперь обходится в 30, сейчас, минуточку. Руководство Гордумы нам обходилось, спикер, его заместитель и так далее, нам обходилось 38 миллионов рублей в год, а содержание аппарата 19,36 миллионов рублей в год. А будут обходиться в 2021 году в 40,5 миллионов рублей руководство Гордумы и 24,3 миллиона рублей аппарат. То есть у нас работать формально стали чуть меньше, работать стали на дороге и так далее, но обходиться стали дороже. Почему? Зарплату увеличились или что? Откуда такой рост значительный? Особенно если в Америке в целом идет сокращение. Эти цифры могут, мне кажется, должны быть пересмотрены с учетом изменения формата управления городом, с учетом перехода на дистанционный пул, на мобильные офисы, на автоматизацию процессов и так далее. Ну, власть должна первой показывать нам пример того, что она экономит. Эти цифры можно и не сократить. Большое спасибо. Спасибо, Виталий Валерьевич. Вот, мы обязательно смотрим ваши замечания и предложения. Вот, сейчас хотел бы дать большой комментарий, предоставить слово Ольге Николаевне. Ну, пожалуйста, по существу коротко. Спасибо за выступление. Ну, насчет самозанятых, да, то, что вот вы сказали, необходимо работать с республикой, по субъекту, да, в соответствии с частью статьи 2, с частью 2, вот физическое лицо, когда вот именно переходит на данные виды налога, указывает субъект Российской Федерации, на территории которого будет вот эта деятельность вести, да? При этом указание муниципального образования при переходе, в котором осуществляется ведение деятельности налогоплательщиков, оно не указывает. Поэтому... Да, я вам о чем говорю. Я говорю о том, что это налог, вы не попадете в размер, поэтому надо ставить вопрос о компенсации. Мы же недополучим в результате НДФЛ, и часть налогов от предпринимателей, которые будут работать по этому налогу, мы тоже недополучим. Это наши выпадающие доходы города, и надо ставить вопрос о компенсации. Ну, этого налога у нас сейчас в бюджете нет. Его нету, на него перейдут те, кто платили ЕНВД, на него перейдут некоторые плательщики УСР, потому что и предприниматели, индивидуальные предприниматели могут пользоваться налогом на профессиональный доход. Мы потеряем. Ну, то, что вот этого налога у нас пока не было, и мы будем просить компенсировать, пока надо вносить изменения в федеральный закон. Федеральный закон уже такими механизмами, поэтому только отрабатывать с республикой именно о компенсации, это не выход из этой ситуации. А так, в целом, по вашим замечаниям и предложениям, конечно, мы рассмотрим, отработаем, посмотрим. Спасибо, Ольга Николаевна. Давайте мы продолжим. Слово для доклада предоставляется эксперту, доценту финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета, члену Общественной палаты Афанасию Федорову. Пожалуйста. Добрый вечер. Я тут писал о двух республиканских законах заключения, да? Закон о бюджетном устройстве, бюджетном процессе, что там 25%, да, доходного поступает. Муниципальный бюджет, там 15 от бюджета находится, ну, чтобы расписать, да, мы общественники, население, жители участвуют в бюджетном процессе только в первом слушании, да? У вас будет второе слушание, принят, бюджет примется, потом еще в течение года вы 6 раз будете его корректировать, такая практика есть, да? Мы там участвуем. Потом здесь нужно максимально, ну, думаю, какую-то хотя бы обучающее, чтобы людям было интересно, что 25% это сколько стоит? Посчитайте, не сколько, 3 миллиарда 163. И по жизни этот закон, в законе было 35%, это было такое. Процесс город получал 35%. Было изменение, тогда сады уходили в республику, тогда 10% ушло в республику. Ведь сады сейчас вернулись же, да? Вернулись в городе. А процент не вернулся. Да? Ну, хотя бы
возникает сумма чина, да, это же несложно написать хотя бы пояснительные записки, да, пояснительные там 5 миллиардов есть, да, несложно же, да, чтобы люди ориентировались. Что вот по республиканскому закону город получает потом, 3 миллиарда 163 миллиона рублей. И второй вот закон, который вот, еще в 99 году был принят, о статусе города, столицы Республики Саха-Якутия, город Якутск, да? Там вот, он изменялся как по закону, да, там законодательство России менялось, да? Вот ожидаемая сумма, в принципе, вычисляемая это есть, да, но во втором чтении у нас не будет, хотя бы, и, видимо, как я понял, тема сказала, что там другие города другое, да, но вопрос по какой сумме, о происхождении, хотя бы, что вот жители мы знали, там, не только специалисты, да, вот, ожидаемую цену можно написать, пояснительные записки, не постановление. Ну и все коротко так, по регламенту предыдущие там коллеги забрали. Спасибо, Афанасий Игнатьевич. Мы вот, по первому вашему замечанию мы это учтем. По закону о статусе столицы мы сейчас очень плотно работаем с правительством республики и с народными депутатами. Вот, сейчас в рамках внесения изменений в госбюджет мы сейчас постановочные вопросы вносим по увеличению отчислений субсидий по затратам на обеспечение функций статуса столицы. Там мы предлагаем увеличить данную сумму в 2 раза. Вот, но... То есть не 5%, а 10%, да? Ну, там вопрос идет не о увеличении коэффициента, да? У нас по закону идет коэффициент более 0,05, да? Поэтому мы, не меняя, мы предлагаем не вносить изменения в закон, а увеличить саму сумму. У нас в прошлой неделе было расширенное совещание, и сейчас правительство рассматривает данный вопрос по увеличению суммы. И тут же у нас этот закон рассматривается в контексте столетия ЯССР, поэтому понимание есть. Я надеюсь, что будет рассмотрена данная поправка, которая предложена городу Якутском. Имеется в виду, что для финансовой грамотности жителей тоже какую-то информацию дополнительную можно задержать. Хорошо, обязательно. Спасибо большое, Афанасий Игнатьевич. Слово для доклада предоставляется эксперту, заведующей сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования Центра стратегических исследований Республики Саха-Якутия Юлии Анатольевне Филипповой. Пожалуйста. Вот на основе анализа представленных документов публичным слушанием мы направили в администрацию городского округа свое экспертное заключение. Вот, видели уже выяснение экономики вопроса. Но что хотелось бы, конечно, поддержать Виталия Валерьевича в отношении налоговых доходов. На наш взгляд, конечно, они очень оптимистично оценены. Кстати говоря, в пояснительных материалах все-таки отсутствует оценка выдающих доходов бюджета с установлением, из-за установления налоговых льгот в отношении предпринимателей. Да? Если вот эти налоговые льготы в отношении предпринимателей они были сразу же в первом полугодии приняты, во втором квартале, да, и начали уже работать с мая месяца, соответственно, вы уже, наверное, почувствовали снижение этих видов налогов. Да? То в отношении крупных предприятий мы в центре стратегических исследований ведем там еженедельный мониторинг крупнейших предприятий республики, и мы видим, что если первое полугодие крупные предприятия работали достаточно на запасах прошлого года, с учетом тех заказов, оборотов, то второго, начиная с лета, уже большинство крупных предприятий они имеют возможность подать на другие виды налогов, уже на собственные налоги, да? То есть это не налоги предпринимателей, а налоги крупных предприятий. И они все чаще стали применять практику
практику экономии по сокращению фонда оплаты труда, с сохранением рабочих мест. Мы видим, что растет количество мест, где применяется неоплачиваемая отпуска, применяется сокращенная неделя, да, и все это, конечно, приведет к тому, что если, значит, налог на доходы физических лиц в основном сокращался в частном секторе, в втором квартале, да, то в четвертом квартале сокращение будет уже идти за счет крупных предприятий. Мы с этим столкнулись, поэтому 2021 год, на мой взгляд, конечно, очень оптимистично оценены налоговые доходы. Здесь тоже нужна все-таки коррекция, более такой подход трезвый. Вот. И эти налоговые льготы, которые мы подали в третьем квартале, в четвертом квартале, с учетом снижения их оборотов, они все-таки будут налоговыми органами восприняты положительно, и заявления будут приняты. И, соответственно, налоговые доходы, конечно, у нас у всех пострадают. Не только у республиканского бюджета, но и в первую очередь, конечно, муниципальных местных бюджетов. Вот. В отношении оптимизации бюджетной сферы, которая сейчас у нас везде идет, да, во всем регионе, я, конечно, понимаю, что все администрации сокращаются, все пересматривают свою бюджетную сферу. И могу только добавить, что в части модернизации государственного управления на региональном уровне активно сейчас проводится работа по реинжинирингу процессной деятельности. Мы в своем заключении писали больше о проектной деятельности, да, что нам там применять, но понятно, у вас, я вижу, все уже нормативные акты в этом отношении приняты, да, то на региональном уровне больше ставится сейчас упор на реинжиниринг процессной деятельности. Как, значит, в самих органах исполнительной власти, так и в бюджетных учреждениях. Это что позволяет? Это, конечно, позволяет определить узкие места, определить избыточную деятельность, от которой надо уже отказаться в условиях тотальной экономии. Да? В прошлом году, например, то есть не в прошлом году, а в 2020 году, да, в 2019-2020 году такая работа, например, была проведена Министерством имущественных отношений. Министерство имущественных и земельных отношений. А в 2020 году уже выбрано 6 пилотных министерств, в которых проводится реинжиниринг внутренней процессной деятельности. Да? То есть мы говорим не о внедрении проектной деятельности, а именно процессной деятельности. Пересмотр их. Да? И на 2021 год уже у нас в планах реинжиниринг процессной деятельности порядка 20 министерств. Я думаю, что администрация городского округа тоже надо подключаться к такой работе и вот таким вот образом идти к оптимизации своих расходов. Все, что я добавила. Спасибо большое, Юлия Анатольевна. Что касается доходов, конечно же, мы сейчас в основном опираемся на прогноз социально-экономического развития республики, города, да? Вот. И что касается того, что у нас прогнозы излишне оптимистичны, да? И в основном части отмены НВД, перехода на УЦН, принятия новых налоговых льгот на республиканском уровне. Здесь мы очень плотно работаем с Министерством предпринимательства, с Министерством экономики. Вот, мы ведем расчеты. Также мы работаем совместно с аналитическим отделом Федеральной налоговой службы, поэтому, вот, ну, по крайней мере, тот сценарий, который сейчас прописан в проекте бюджета, он основан на этих данных. Да? Вот. Что касается проектного управления, у нас постановлением окружной администрации от 6 ноября текущего года принято постановление об организации проектной деятельности. И эту работу мы сейчас начали вести, разработку плана. Поэтому ваше замечание мы обязательно учтем. И то, что сейчас работа ведется на республиканском уровне, ну, мы однозначно будем вести в окружной администрации. Спасибо большое. У нас со стороны Министерства финансов получено заключение, но они сегодня, к сожалению, не смогли принять участие, поэтому я представляю слово для зачитывания доклада эксперта, руководителя департамента бюджетных отношений Министерства финансов Романовой Дарьи Ивановны, начальнику департамента финансов Ольги
101 бюджетного кодекса. Проект решения о бюджете содержит все основные характеристики бюджета. Дефицит бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 401 миллион рублей и составляет 5% от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что соответствует ограничению, установленному статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объем резервного фонда также соответствует ограничению, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. Следующее соответствие пункт. Одним из основных источников финансирования дефицита бюджета городского округа в 2021 году будут выступать муниципальные заимствования. Соответственно, прогнозируется рост муниципального долга. Долговая нагрузка на бюджет города и отношение объема муниципального долга к собственному доходу бюджета в 2021 году составит 52%, в 2022 году 48% и в 2023 году 43%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом. В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации была проведена оценка долговой устойчивости муниципального образования. По результатам данной оценки по итогам 2019 года и плановым показателям 2020 года городской округ города Якутск относится к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. Согласно приложению 12 проекта решения программы муниципальных внутренних заимствований городского округа города Якутск на 2021 год и на плановый период 2022-2023 году, также приложение 15 по источникам финансирования дефицита бюджета. В плановом периоде планируется привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы по 200 миллионов рублей ежегодно. При этом разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами составит 63 миллиона рублей в 2022 году и 92 миллиона рублей в 2023 году. В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами является одним из источников финансирования дефицита местного бюджета. Согласно статье 1 проекта решения на 2022-2023 годы, бюджет городского округа запланирован бездефицитным. Из приложений 15 и 12 следует, что повышение планового периода кредитов кредитных организаций планируется осуществить частично за счет привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы. И тут отмечается о том, что для погашения долговых обязательств муниципальных образований бюджетные кредиты из бюджета не предоставляются. С учетом указанных замечаний Министерство финансов Республики рекомендовано решение о бюджете привести в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса. Спасибо, Ольга Николаевна. У нас представлено заключение Министерства финансов. На этом у нас выступления экспертов завершились. Уважаемые участники публичных слушаний, если у кого-то есть предложения, рекомендации, замечания, прошу выступить. Уважаемые участники публичных слушаний, если у вас нет вопросов, то на правах ведущего публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета городского округа города Якутск на 2021 и плановые 2022-2023 годы разрешите считать публичные слушания состоявшимися. Заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета будут опубликованы в газете «Экс-столица» и на официальном сайте окружной администрации города Якутска якутск.рф. Всем участникам большое спасибо. Всего доброго.